В сегодняшнем видео мы расскажем о нововведениях, которые понравятся каждому таджику. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Путин облегчил жизнь многим мигрантам. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. А также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. В конце июня Госдума РФ приняла законопроект, в котором говорится о сокращении с 3 лет до 1 года срока, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России и желающие получить гражданство в упрощенном порядке, как квалифицированные специалисты, должны работать по профессии, включенной в соответствующий перечень. Размер трудового стажа, необходимого для получения российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам, был сокращен с 3 лет до 1 года. Изменения распространяются на квалифицированных специалистов, которые работают по профессиям, включенным в специальный список, сообщает источник. Отмечается, что речь идет о врачах, фармацевтах, инженерах, математиках и других. Они могут рассчитывать на получение российского паспорта в упрощенном режиме, без соблюдения условий о сроке проживания в стране. Как вы относитесь к таким нововведениям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Хотел бы отметить, что в нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семей. За первые 6 месяцев 2019 года в РФ въехали свыше 15 миллионов иностранцев, из которых 2,4 миллиона официально сообщили о планах устроиться на работу. Сколько из них высококвалифицированных специалистов, не уточняется, сообщает «Комсомольская правда». Также Министерство экономического развития России предложило ввести ряд мер, упрощающих привлечение таких работников из-за рубежа, в том числе снижение порога заработной платы и дистанционное подтверждение квалификации. Напомним, что в начале августа Владимир Путин также подписал вступающий в силу 1 ноября 2019 года федеральный закон, предусматривающий упрощение получения разрешения на временное проживание и вида на жительство для некоторых категорий граждан. Кроме того, ряд иностранцев получает право подавать документы на разрешение на временное проживание неустановленной квоты или сразу на вид на жительство. Будем надеяться, что эта система действительно заработает и уже в скором времени упростит жизнь каждому таджику и мигранту в целом. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.